Круглый стол «Осетинский парламентаризм» вчера, сегодня, завтра, посвященный 35-летию избрания парламента Республики Южная Осетия первого созыва, прошел в Юго-Остинском государственном университете. Работу круглого стола открыла модератор, декан факультета русской филологии, международной журналистики и иностранных языков, начальник отдела по науке ЙОГУ Ирина Бекоева. Сегодня мы собрались, чтобы вместе вспомнить и почтить тех, кто стоял у истоков остинского парламентаризма, кто заложил основы демократического устройства нашего государства. Наш круглый стол под названием «Остинский парламентаризм. Вчера, сегодня, завтра» призван объединить исторический опыт с современными достижениями и обсудить перспективы развития законодательной власти в Южной Осетии. Мы уверены в том, что обмен мнениями и новые идеи, прозвучавшие сегодня, помогут нам укрепить основы парламентаризма и продолжить успешное развитие Южной Осетии в будущем. Ректор ЙОГУ Вадим Дедеев отметил важность проведения круглого стола к столь значимой дате в истории парламентаризма Южной Осетии и выразил глубокую благодарность тем, кто стоял у истоков становления независимой республики Южная Осетия и всем тем, кто двигал республику вперед. На самом деле сегодня у нас тема важная. Самая главная причина проведения сегодняшнего мероприятия – это просто сказать спасибо. Слова благодарности тем, кто стоял у истоков создания парламента независимой республики Южная Осетия. Это и депутаты первого созыва, депутаты последующих созывов, это и те наши видные деятели политики, которые в разные времена были спикерами парламента. Сегодня на мероприятии присутствует спикер парламента Алан Таймуразович Маргиев. Огромное спасибо, что нашли время. Также хочу напомнить, Юго-Остинский государственный университет проводит немалое количество разного рода мероприятий. Это и научно-практические конференции, это и круглые столы, это и презентации научных и других изданий. Часто на наших мероприятиях присутствует наш друг Максим Александрович Васьков, доктор социологических наук. Он сегодня тоже выступит. Внимание есть к нашему университету со стороны научного сообщества Российской Федерации. Не могу не ответить большой вклад в деятельность нашего университета со стороны представительства Россотрудничества Республики Южная Осетия. Лично Сергей Михайлович Комиссаров также находит время и всегда бывает на наших мероприятиях. Думаю, что сегодня именно тот день, когда надо, чтобы больше говорили те, кто стояли у истоков создания нашего парламента. Поэтому я на этом заканчиваю свое приветственное слово. Еще раз спасибо всем, кто нашел время и сегодня с нами. Спасибо и депутатам разных созывов, спасибо и журналистам, которые доводили правду до всего мира о событиях, которые происходили в 90-е и последующие годы. Избрание депутатов Верховного Совета народом Южной Осетии определило судьбу республики и ее будущее, отметил в приветственном слове председатель парламента 8-го созыва Алан Маргиев. Рад приветствовать вас от имени депутатов парламента Республики Южная Осетия. От себя лично благодарю вас, уважаемый Вадим Бутазович и коллектив университета, всех инициаторов за организацию сегодняшнего круглого стола. 9 декабря 1990 года, безусловно, является одной из важнейших дат в новейшей истории Южной Осетии. Избрав депутатов Верховного Совета, народ Южной Осетии определил судьбу республики, свою судьбу, будущее детей. Избранному Верховному Совету тогда пришлось работать в тяжелейших условиях, практически в блокаде от всего мира. Этот легендарный, без преувеличения, первый созыв принимал важнейшие решения, заложив прочные политико-правовые основы нашего государства. Приветствую всех присутствующих депутатов первого созыва парламента Республики Южная Осетия. Благодарю вас и в вашем лице всех ваших соратников, которые сегодня не присутствуют, за гражданское мужество и патриотизм. То, что вы сделали, навсегда останется в благодарной памяти нашего народа. Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить депутатов всех созывов парламента Республики Южная Осетия за эти 35 лет. Каждый созыв в свое время принимал важные решения, делал важные шаги. Надеюсь, что новые поколения парламентариев будут
достойный своих предшественников. Приветственное слово от имени первого президента Южной Осетии, почетного ректора ЙОГУ Людвига Чибирова зачитала модератор круглого стола Ирина Бекоева. Будущие поколения обязательно должны знать историю и как строилось наше государство. Опыт старших необходим сегодняшним парламентариям, ведь именно они заложили основы государственности Южной Осетии, подчеркнул Леонид Тибилов, председатель Юго-Остинского отделения международного общественного движения «Стернахас». Я, конечно же, присоединяюсь к тем приветствиям, которые уже прозвучали. Пожелаю сегодняшней работе нашей успехов, чтобы она была эффективной, плодотворной. В этом есть серьезная необходимость, потому что то, что сегодня в мире происходит, мы должны быть в курсе, мы должны знать свою историю. Говоря о развитии, становлении парламентаризма, время было непростое, каждый из вас это знает. Многие депутаты, которые были избраны, они поработали очень активно, плодотворно. Я вот сегодня хотел бы от своего имени, от имени нашего отделения Стернахас особо поприветствовать их, пожелать здоровья и дальнейших успехов. Их опыт, конечно же, он нужен для сегодняшнего поколения парламентариев. Руководитель Русского дома в Цхинвале Сергей Комиссаров поблагодарил университет и лично ректора Вадима Тедеева за проявленный интерес к социальным вопросам и образованию государственности, доказательством чего в очередной раз является данный круглый стол. Я рад приветствовать всех присутствующих за этим круглым столом. Хотел бы особо поблагодарить организаторов, Юго-Остинский государственный университет, лично Вадима Батазовича, с тем, что он такое внимание уделяет социальным проблемам и построению государственности. Безусловно, первый созыв действовал в исключительной обстановке. Общественно-политическая обстановка на постсоветском пространстве была очень непростой. Фактически была сопряжена с гуманитарными катастрофами. И в это непростое время, как было отмечено, были приняты основополагающие документы, которые определили построение государственности в дальнейшем для Южной Осетии. А самое главное, они задали вектор отношений, межгосударственных отношений. Как было отмечено Аланом Теймуразовичем, в состав всех созывов входят разные политические силы. Да, бывают споры, но все политические силы Южной Осетии едины в том, как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Я, безусловно, благодарен каждому присутствующему и тем, кто принимал эти основополагающие решения и задавал векторы наших будущих отношений в тот момент. И мне отрадно видеть, как они развиваются. Работа круглого стола продолжилась докладами. Основным докладчиком выступил Вячеслав Гобозов, депутат парламента Южной Осетии 1 и 5 созывов. Позвольте здесь выразить большую признательность ректору Юго-Остинского госуниверситета Вадиму Батазовичу Тедееву за то, что он действительно сразу же откликнулся на нашу инициативу, делал все для того, чтобы сегодняшняя наша встреча состоялась и принесла определенные плоды. 35 лет назад, как известно, 9 декабря 1990 года был избран первый парламент тогда Юго-Остинской Советской Демократической Республики, которая позднее была переименована в Республику Южная Осетия. Это были, напомню, первые свободные, демократические, конкурентные выборы на территории Южной Осетии. Можно сказать, что именно с 1991 года берет начало история современного юго-остинского парламентаризма. Успех первого парламента Республики Южная Осетия, конечно, неразрывно связан с его депутатским корпусом. Выборы в первый парламент проходили в достаточно экстремальных условиях. Условиях, когда еще не было ясно, что будет дальше. Очень многие не выдвинулись, потому что не верили в успех. Другие, уже выдвинувшиеся, сняли свои кандидатуры. И мы это прекрасно помним, когда тогдашний генеральный прокурор Грузии пригрозил уголовным преследованием всем, кто будет участвовать в этих выборах. Поэтому в первый парламент избирались люди, которые понимали, чем они рискуют, и понимали важность и необходимость этого шага. Напомню, что на каждого из нас, депутатов первого парламента, после каждого нашего шага в Грузии сразу же заводились уголовные дела. Я уверен, что они сегодня там есть, приостановлены, но не закрыты. Потому что грузинские лидеры по-прежнему надеются, что когда-нибудь им эти дела пригодятся.
И нет сомнений, что если им дать такую возможность, они обязательно вспомнят о депутатах первого парламента. Впрочем, уверен, такой возможности у Грузии не будет никогда. История любого государства начинается с мужества и ответственности. Максим Васьков, доктор социологических наук, профессор кафедры регионалистики и евразийских исследований ЮФУ, пожелал удачи и благополучия великому остинскому народу, подчеркнул гость мероприятия. 30 лет – это дата, которая уже позволяет и подвести определенные исторические итоги, посмотреть на будущее. Когда мы работали с покойным профессором Захаровым над книгой, которая презентация была здесь, «Исторические и политико-правовые основания независимости Абхазии и Южной Осетии», и мы очень внимательно изучали опыт первого парламента, опыт основания государства. И знаете, воля народа, которая была именно избранниками народа, приведена в политическое действие, то, что появилось суверенное государство Южная Осетия, то, что были сформированы все абсолютно основы для дальнейшего государственного развития, но одновременно показывало и государственное мышление с опорой на традиции, которые шли из глубины веков, мужество и ответственность. Всегда, когда начинается такая история, появилось именно государство в современных реалиях, причем в условиях абсолютно экстремальных, в условиях и политического давления, в условиях и непосредственно военной угрозы. Ну а что касается последующего опыта трансформации парламентаризма и развития, политика никогда не бывает простой, никогда не брал и не возьму на себя, чтобы давать какие-то оценки. Здесь хозяева – это осетинский народ, что, думаю, в любом случае будет сформулирована, выбрана та форма соотношения властей, которая будет наиболее оптимальна и задачам развития, и тем угрозам, которые объективно существуют для каждого государства, на которые нужно отвечать. Что-то становится базовым, а что-то меняется в работе парламентариев всех созывов, отметил Геннадий Кукоев, депутат первого созыва. Об уникальности первого созыва парламента Южной Осетии рассказал Тарзан Кукойте, депутат обозначенного созыва. Станислав Кочиев, председатель Компартии Южной Осетии, депутат парламента первого созыва, в своем слове отметил, что в настоящее время огромной проблемой является аполитичность общества, и к власти приходят кто угодно. Батрат Схаребов, председатель Союза журналистов Южной Осетии, подчеркнул, что сравнивать созывы неправильно, ведь каждый из них работает в условиях своей реальности. Судья Верховного суда Карина Цхавребова отметила, что депутаты первого созыва – это герои, которые делали свою работу в тех условиях, которые преподносила суровая реальность. Для некоторых из присутствующих на круглом столе тема парламентаризма – это семейное дело, ведь дети депутатов первого созыва пошли по стопам своих родителей, продолжая их правое дело, отметила в своем выступлении Олеся Кочиева, доцент кафедры гражданского права ЮОГУ.